Плотная завеса из дыма и стойкий запах гари. Такую картину уже несколько дней наблюдают жители столицы и десятков населенных пунктов Якутии. Смог поступает сюда из районов, в которых горят леса. Но он смешан с влажностью, и поэтому не так влияет на здоровье. Пожилым сердечникам, я считаю, что это очень тяжело сейчас. Наиболее сложная ситуация сложилась в западном направлении и в центре республики. В самые горячие дни тайга здесь полыхает сразу в нескольких районах. В печальных рекордсменах Мирнинский и Намский. Только в них огнем пройдено около 2000 гектаров. В работах по тушению лесных пожаров на сегодня задействовано у нас 365 человек личного состава и 66 единиц техники. Также для мониторинга лесопожарной обстановки привлечено 2 воздушных судна. Продолжается работа оперативных штабов в администрациях горимых районов. На этих кадрах сенокосные угодья в горном районе, вернее то, что осталось от них после огня. В местности Алагачи, это в 15 километрах от райцентра, выжжено более 100 гектаров земли и леса. Уже 4-й день все в огне. Каждый день приходим и пытаемся потушить. Вчера у меня 4 стога сгорело, буквально на моих глазах. Мне сена теперь не хватит. На зиму нужно 7 стогов, а у меня только 3 осталось. Дым от пожаров распространился далеко за пределы пылающих районов. К тому же лес горит и в соседней Иркутской области. Из-за сложившихся условий в верховьях Лены практически невозможно работать, сетуют речники. Уровни воды 105 сантиметров. Мало того, еще задымленность большая. Флот полностью парализовал работу. Уже рассматриваем варианты постановки на зимний отстой. Если прибудет вода, флот готов вступить в работу и закончить навигацию. Интенсивность пожаров постепенно идет на спад. Одна из причин тому – ухудшение погоды на большей части территории республики. Холода и осадки должны стать союзниками огнеборцев и способствовать закрытию пожароопасного сезона этого года. По предварительным данным, причина всех возгораний – человеческий фактор. Несмотря на запреты и правила, население продолжает выжигать сухую траву. Сейчас на местах происшествий работают надзорные органы. В ближайшее время им предстоит оценить ущерб и найти виновных. Дмитрий Макаров, Денис Попов, Илларион Федоров и Роман Дмитриев при поддержке ТРК «Алмазный край». Вести. Якутия.